А тем временем сами сотрудники регионального управления МЧС сейчас проверяют торговые точки, где продают фейерверки и хлопушки. В ходе рейда спасатели смотрят, в каких условиях хранят и продают один из самых востребованных в новогодние дни товаров. О том, где купить безопасную пиротехнику, как выбрать ее и не попасть после в больницу, выяснил Павел Королев. Надзорные органы о своих визитах не предупреждают, а потому продавцы таким рейдам не рады. Впрочем, сотрудники этого торгового центра таких визитов не боятся. Система оповещения и управления эвакуацией работает исправно. Нареканий нет и к документации на пиротехнику, которую, к слову, должны предоставить по первому требованию покупателя. Да и то, что хлопушки детям не игрушки, знает каждый продавец. В противном случае солидный штраф. Мы обязательно акцентируем на этом внимание и доносим до наших покупателей, что пиротехника отпускается после определенного возраста. То есть это в основном 18 лет. Конечно, есть некоторые изделия более простого первого класса. Это хлопушки, бенгальские огни, где более ранний период. Возраст обозначен. В том числе мы не продаем пиротехнику людям, которые, ну скажем так, под шофе. Потому что понимаем и осознаем последствия возможности их такой безответственной, возможно, использования данного эффекта. А еще на упаковке не должно быть никаких повреждений. Хранить пиротехнику на балконе или в гараже тоже не стоит. Впрочем, праздничную ночь наши граждане традиционно отмечают, что называется, с огоньком. А в состоянии под шофе многие забывают об элементарных правилах безопасности. И тут дело даже не в качестве пиротехники, отмечают спасатели, а в том, что многие разгоряченные застольем граждане даже не читают инструкцию к ней. В период проведения новогодних и рождественских праздников гражданам необходимо соблюдать элементарные требования пожарной безопасности, приобретать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах и, естественно, просить у продавца, консультанта инструкцию по применению. Только после того, как гражданин прочитает инструкцию применения, только после этого можно запускать данное пиротехническое изделие. На этой точке ревизоры не нашли никаких нарушений. Однако надзорная деятельность только набирает обороты. Впереди длинные новогодние праздники, а именно на них приходится пик пожаров и гибели на них людей. Павел Королев, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.